Здравствуйте, вы смотрите новости «Набережные Челны», в студии Елена Камалова, и вот что вы увидите сегодня. Через сколько минут приедет общественный транспорт, это подскажет приложение и информационное табло. Насколько корректно они работают, это выясняли сотрудники Горкоммунхоза, а за их работой следила Эльмира Гайнудинова. Домик доброты в Челнах реализуется благотворительный проект. Какую помощь его участники оказывают нуждающимся, узнала Лейсан Габдрашитова. Атлы Казаклар Нафика Ягудина в Татарском драмтеатре имени Аяза Гилязова готовят премьеру. Через сколько минут приедет общественный транспорт? Это подскажут информационные табло. Они установлены на остановках автобусов большой вместимости и трамваев. А вот насколько корректно они работают, это и предстояло проверить сотрудникам предприятия Горкоммунхоз. Компанию специалистам составила и наша съемочная группа. В Челнах на 52 остановочных павильонах общественного транспорта установлено информационное табло. Удобство и устройство уже давно оценили пассажиры автобусов большой вместимости и трамваев. Иногда пользуюсь, но чаще, конечно, приложением пользуюсь. Вот. А так, я думаю, тем, у кого нет телефона, очень даже полезная вещь будет. Я часто пользуюсь. Почти практически, вот я сегодня пришла вовремя, я знаю, что мой автобус подойдет через какое-то время. В основном и по телефону пользуюсь, и на табло смотрю. Есть, бывает опоздание, плюс-минус одну минуту, но так корректно все. А чтобы и дальше все было хорошо, корректность работы информационных табло проверяли сотрудники предприятия Горкоммунхоз. Они посмотрели устройства на остановках автобусов и трамваев. Будет проверено фактическое прибытие общественного транспорта на остановочные комплексы и сверено с информацией, отражаемой на табло. Далее вся информация будет консолидирована, и в случае выявления каких-либо неисправностей, недочетов будет отправлено разработчику приложения. Также проверяется работоспособность нашего приложения, корректность построения маршрутов, отображение автобусов и трамваев в приложении. Если выявляются какие-то замечания, в последующем это все формируется в сводный отчет. Среди замечаний были некорректное построение маршрута, указывали ненужную остановку, предлагали пересадки. Все они были устранены в ходе мониторинга. Сотрудники Горкоммунхоза проверяют корректность работы информационных табло и приложений рано утром, именно в часы пик. Они оценивают интервал движения автобусов большой вместимости и трамваев, а также своевременность их приезда. Рейды проводят по утрам. После обеда все данные собираются и обрабатываются. Такие проверки проводятся еженедельно. Эльмира Гайнудинова, Тимур Сафронов. Новости «Набережные Челны». Не боялся трудностей, старался быть одним из первых. В октябре 2022 года его призвали в ходе частичной мобилизации. Речь о нашем коллеге, который около 10 лет проработал в телекомпании «Челны ТВ» Василии Васильеве. Он погиб 19 февраля 2025 года при выполнении боевых задач в зоне СВО. Военнослужащие Василия знают под позывным «Байт». Он всегда увлекался техникой и программированием. В телекомпании «Челны ТВ» работал инженером выпуска. Пользовался уважением, всегда улыбался и готов был помочь. Я очень горжусь, что он действительно пошел, не побоялся. Его призвали в первую волну специальной военной операции. И очень жаль, что, конечно, так случилось. Сложно его представить без улыбки. Все время такой улыбчивый был, веселый, немногословный, но вот действительно его даже образ представляешь, улыбающегося. Василия я помню только с хорошей стороны. Был ответственным работником. Долгое время с ним проработали на выпуске Челны ТВ. Горжусь своим коллегой. Рад, что с ним проработал столько времени. От всего коллектива телекомпании Челны ТВ примите самые искренние соболезнования. Сегодня мы потеряли не просто коллегу, мы потеряли человека, чье сердце билось в ритме нашей работы. Василий был, на кого можно было положиться в любой ситуации. Наша телерадиокомпания гордится Василием. Военнослужащим с позывным «Байт» гордятся и его сослуживцы, а также близкие друзья. Он был патриотом своей страны. Погиб 19 февраля 2025 года, выполняя боевые задачи в зоне СВО. Накануне его вернули в родной Татарстан. Мой сын Василий в 22 году одним из первых был мобилизован. Он не отказывался от этого. От
свои, как говорится, обязанности, что он должен защищать свою родину, нас, семью. Он был очень добрым человеком. Василия похоронили со всеми почестями в Тукаевском районе в селе Меликес. Елена Камалова, Кирилл Хабзей. Новости Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Отдых на Каме в любое время года, на природе, с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами. Это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы. Цены тают. В клинике варикоза нет в Набережных Челнах до конца марта. Прием флеболога под контролем УЗИ 900 рублей. Звоните 25 38 25. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 24 по 29 марта. ТЦ Грин, остановка Глобус. Забирай сейчас куртки со скидкой до 50%. Сибиряк, проспект Мира, 12А. Картофель 83,90 за килограмм. Это победа! Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Месяц хороших дел объявили волонтеры благотворительного проекта «Домик доброты». В течение этого времени челнинцы могут передать продукты, одежду, денежные средства. Благотворительный проект реализуется в Автограде уже 2,5 года. В его рамках волонтеры кормят и одевают малоимущих, одиноких и других нуждающихся. Горячим питанием их обеспечивают 4 дня в неделю. Ложим хлеб и одеваем пакет. Далее горячий обед Нелли Козлова подает на раздачу. Нуждающимся она помогает на протяжении 2 лет. Случайно прогуливалась здесь и вот увидела. Чисто поинтересовалась, вот, как говорится, любопытство мое. Меня сюда привело. Я подошла, спросила, почему здесь люди стоят и что это такое. Вот, и предложила помощь. На обед нуждающимся раздают гречку, макароны, рис и обязательно мясо. Либо баранина, либо тушенка из говядины. Мясо – это, как правило, на Курбан-Байрам. Мы с одним колхозом сотрудничаем. Тоже ребята с мечети у себя в соцсетях размещают то, что Курбан-Байрам. Если есть возможность уделить, они нам уделяют. Волонтеры запасаются мясом на целый год, развозят его по разным кафе. Именно там готовят горячие обеды для нуждающихся. Мы здесь получаем кушать. Печенье, 5 печеньев, стакан чая, видите. Но эти продукты мы можем делить здесь покушать и вечером, на вечер дома. Добрая душа здесь. Какое-то общение. Чувствую себя нужным кому-то. Спасибо скажу тем людям, которые занимается таким добродушным делом. Общение, дочка, общение просто. Прогулка, общение. Благотворительный проект открылся в Менделеевске. Спустя 1,5 года волонтеры переехали в Челны. По словам руководителя, в первый день работы «Домик доброты» посетили порядка 30 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сейчас их количество увеличилось. Также в рамках проекта волонтеры раздают нуждающимся и одежду. Принимаются любые вещи, главное, чтобы они были в хорошем состоянии. Стоит отметить, что сегодня наиболее востребована мужская одежда. Ненужную одежду и обувь волонтерам передают неравнодушные жители города, спонсоры, знакомые волонтеров. Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны. В Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова готовят премьеру. Спектакль создан по роману «Атлы Казаклар» Нафика Ягудина. Автор пьесы Айгуль Ахмедгалиева. Режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель Олег Кинзягулов. В закулисье побывала наша съемочная группа. Салам бердек.
Спектакль рассказывает о любви Минлибая и Марьям, которая разворачивается на фоне исторических событий, повествующих о татарских казаках Оренбурга. Согласно указу императора, большинство из них были зачислены в казачьи войска. Здесь однозначно на первом плане это сила любви, которая помогает главному герою определиться, выбрать верный путь, где-то прийти в какое-то сознание. Сама история очень интересная, потому что она рассказывает про оренбургских татарских казаков, которые были на службе у царя в Оренбургском казачьем войске. Наряду с историческими событиями зритель увидит историю любви Минлибая и Марьям, которая проходит через множество испытаний. Героиня станет воплощением гордого духа татарской женщины. Минлибая сыграет молодой актер Ильнас Гафанов. Это его первая главная роль в театре. Роль Минлибая для меня, она очень такая сложная. Ну, хорошо то, что у нас в этом замечательном театре есть такие хорошие актеры, старшее поколение, которые помогают тебе как бы освоить твою роль, показывают правильные пути. И вот им за это огромное спасибо. Ну, а лучше, конечно, вам прийти и посмотреть. Для моей героини счастье заключается как раз-таки в любви, в семье и в спокойствии. И моя героиня ради любви готова на все. И как раз-таки всю эту суть я хочу донести как для зрителей, так и в первую очередь для своего возлюбленного Минлибая. Название спектакля отражает символизм. Алтын Алқа – символ верности и любви, а золотая шашка – как символ воинской славы. Эти два названия подчеркивают разрыв в состоянии главного героя, который на протяжении спектакля должен выбрать, кто он. Премьеру спектакля челнинцы и гости города смогут увидеть уже в конце этой недели. Лилия Гатина, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны. Телерадиокомпания «Челны ТВ» продолжает розыгрыш пригласительных билетов на выставку «Солдаты Победы». Викторина посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Очередными победителями стали владельцы номеров, последние цифры которых заканчиваются на 9735 и 6540. Поздравляем, проверьте сообщения. И новый вопрос: кто был верховным главнокомандующим вооруженными силами в годы Великой Отечественной войны? Ваши ответы мы принимаем по телефону 8 939 311 31 31. Весна – это время, когда организму нужна поддержка. Получить витамины, минералы и полезные жиры можно просто и со вкусом. В Набережные Челны вновь приехала выставка-ярмарка «Икра и рыба камчатская». На прилавке более 35 видов морских деликатесов. Приобрести их можно в торговом центре «Грин» на первом этаже. Вход со стороны Автозаводского проспекта. Каждый кусочек как на подбор. Особой популярностью пользуется чавыча. К тому же впереди важные праздники Ураза Байрам и Пасха. Хит продаж, конечно же, королевский лосось. Изумительная рыбка, нежная, малосольная. Она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика энергии хватит на целый день. Шикарная рыба. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир. Омега-3, омега-6. Наряду с рыбой челнинцы с удовольствием покупают и крупнозернистую красную икру свежего улова. Шикарная икра, отборная, зернистая, слабосоленая, прям зернышко к зернышку, изумительная. Постоянные клиенты и те, кто решил впервые полакомиться деликатесами, уже выстраиваются в очередь, чтобы приобрести королевский лосось, масляную рыбу. И это еще далеко не весь список. На прилавках можно увидеть и свежезамороженную продукцию. Салаты делаем, и бутерброды делаем, все делаем. Очень мне нравится, с картошечкой, тем более цена здесь самая хорошая. Богатый, хороший ассортимент. Рыба свежая, икра свежая. Я люблю икру красную, всегда беру. Красную рыбу ем так, режу, а красной икрой бутерброд делаю. Вкусное все, но самое, по-моему, полезное – это икра. Микроэлементы, весна пожилому человеку нужно. Торопитесь приобрести дальневосточные деликатесы до 29 марта включительно в ТЦ «Грин» на первом этаже. Вход со стороны Автозаводского проспекта.
Легкая, удобная, разных подъемов, расцветок, с каблуком и без, а главное – по приемлемым ценам. Ярмарка «Белорусская обувь» вновь открылась в Набережных Челнах. Приобрести качественную обувь из натуральных материалов по приятным ценам можно по адресу улица Мусы Джалиля, 55Б, торговый центр «Центральный ряд», бывшее здание «Детский мир». Большое поступление весенней и летней коллекции белорусской обуви, широкий ассортимент мужских и женских моделей, а также доступные цены приятно удивят покупателей. Модель хорошо подойдет тем, у кого имеются выпирающие косточки. За счет своей большой полноты и высоты носа данные туфли подходят на любую ширину стопы. Благодаря застежке липучки нашим посетительницам с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия, даже при отечности ног. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука прослужит долго благодаря своей амортизационной способности. Все представленные модели фабричного производства. Опытные консультанты подберут наиболее удобную и подходящую обувь для каждого. Кроме того, на выставке также представлен и турецкий текстиль. Я всегда покупала белорусскую обувь. То есть удобные и очень прочные, потому что натуральная кожа. Удобно кому, какие ноги у кого. Приобрести белорусскую обувь и текстиль можно по адресу улица Мусы Джалиля, 55Б, торговый центр «Центральный ряд», бывшее здание «Детский мир». Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. В студии работала Елена Камалова. Оставайтесь на нашем телеканале.